Всем привет, меня зовут Виталий Щукин, вайнер, актер. Сразу сам нечего представляться. Для счастья так немного надо, на самом деле. Кофе, куртка и все. Ты что, я же работаю там. Злобный взгляд и все. Ну, когда все начали указывать пальцем в торговом центре, там люди подходить фоткаться. На самом деле это очень классно, когда тебя люди узнают. Отец с ребенком может подойти, там, о, Виталий, можно сфоткаться, типа. А ребенок даже может меня не знать, а отец, типа, подталкивает, иди сфоткайся, это известный чувак. Как бы, ну, давно, на самом деле, очень давно, как бы к этому шел очень постепенно, очень, обычно как хайпует резко, вот так, что-то стреляет у них, они сразу же туш, и на высоте, все знают. А у меня как-то постепенно, со времен КВН, со школы, еще когда я начал снимать видео, вот потихонечку, помаленечку, вот так вот в гору иду. Можно сказать, самоучка. Это во время КВН, еще в школе, когда я только начинал играть, я был просто деревянным. Я не мог играть, я не мог отыгрывать, не мог показывать как-то вот. Ну, это все с опытом приходит на самом деле. Просто потом научился собирать образы. Грубо говоря, ты берешь, например, у меня есть образ дяди Лени. Это мужик такой, здорово, молодежь. Он так играет, но это у меня собирательный образ из разных, может быть, где-то дяди там есть у меня, где какие-то мужики. Вот именно вот по памяти вспоминаешь, кто как двигается, именно пластика человека, харизма, голос даже, вот лицо там чуть-чуть там. Ну, как-то так придержишь. Это собирательные образы, и эти образы собираются как пластилин. И пробуешь на себе, играешь на камеру, и ну, вроде нормально получается. Девушек также вот у меня морбины есть. На самом деле очень много образов, и все они собирательные. Вот. Как-то с опытом, значит, пришло все. Не учился, не актер, все само пришло. Какие-то моменты подтянул бы, может быть. Речь, может быть, подтянул, волна. И иногда бывает щепелявлю, так, непонятно, что говорю. А так особо нет. Иногда бывает, что я актеров учу, как что играть. Это основной вид деятельности на самом деле. Конечно, пытался и до сих пор пытаюсь в бизнесе там где-то что-то везде монетизировать. Можно сказать, в любом направлении, если я пойду типа в бизнес или где-то я попытаюсь добиться успеха. Такой человек я. Просто снимаю видосы, угораю и зарабатываю этим деньги. Страх перед публикой всегда есть и до сих пор. Вот перед концертами, например, всегда он есть перед выходом на сцену. Но когда выхожу на сцену, просто весь страх уходит. И чувствую, потому что, не знаю, какая-то энергия есть в этом. Когда выходишь к зрителям, чувствуешь, что человек от тебя ждет, и ты должен обратно отдать, чтобы получить обратно, ну, как бы насмешить людей. Но все равно, когда перед сценой выхожу, у меня... Вот если, например, если я буду выступать стендап, я не знаю, я боюсь до сих пор выходить один, что-то где-то перед публикой. И когда команда, с твоей командой, то очень классно. Спокойно работается. Шутки мы всегда думали сами, Hits Production мы всегда думали сами, всегда генерируем. Это очень мало кто сейчас ценит, потому что появился ТикТок, все друг друга под копирку. А мы вот всегда, можно сказать, рожаем сами идеи из головы. Можно сказать, многогранные все. Ну, типа, не занимаемся одним делом, а развиваемся в этом плане, в этом плане, в этом плане. Если дать мне сейчас смонтировать вайн, я смогу его смонтировать спокойно на компьютере. Adobe Premiere все это изучал, написать сценарий, придумать шутку. И это может у нас не только я один, это наша команда, все так почти могут все. Ну, может, кто-то по монтажу там чуть-чуть слабоват, но все равно
в плане сценарист, режиссер, автор, актер. Это все в одном человеке держится. Да. Это уникальность на самом деле. У нас очень много в Якутии талантливых людей. Очень много. Просто на квадратный метр республики нашей очень много. И таланты, которые просто стреляют на весь мир. Я вообще горжусь просто нашей республикой. Вообще все легко. Я боялся поначалу, вот так же, как перед сценой я боялся выйти на сцену, там зритель, а тут боялся перед большой командой. Я знал, что там очень большая команда, 50 человек, представьте, на тебя смотрит. Вообще все спокойно, очень гладко все прошло, со всеми так скарифанился, со всеми там, подшучивать начал уже под конец. Ну просто мне дали там раскрыться, дали волю, можно сказать. Играй, как ты хочешь, как ты видишь. Окей, хорошо, я делаю все по-своему. Мы жили в 4-звездочном отеле, мы в Азимуте, очень классно. Каждый день за нами машина приезжала. Нас там курировали наши кастинг-директора. Просто как к звездам относились серьезно. Кофе приносили на площадку, куртки надевали, чтобы главный актер типа, хорошо себя чувствовал, чтобы все это... Главное, чтобы он выполнял свою задачу, играл. По настроению. Дома с детьми я взрослый мужик, который батя, ну-ка там иди там тапки принеси, грубо говоря. А с друзьями я ребенок, я угораю, я радуюсь, смеюсь над там просто дурачусь. Я просто, если встретил бы его, сказал бы, красавчик, делай, пили видосы дальше. Угорай, занимайся своим любимым делом, и все. Ты правильно идешь. Геймером, наверное, стал бы, грубо говоря. Ну, это еще никогда не поздно, на самом деле. Я вот стримить хочу. Сейчас очень популярна эта тема. На Твиче стримы проводить, играть, общаться тоже с людьми на камеру. Я не знаю, я не представляю. Я пытаюсь вот по пути всей жизни попробовать все в плане себя, типа поиграть там, что-то бизнес открыть, попробовать, тут что-то попробовать. Везде. Дальше буду учиться, дальше буду искать себя тоже. Не хочу одним делом ограничивать себя. Хочу попробовать все.